Продолжаем эфир нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. И начнем с курса валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 64 рубля 19 копеек. Евро стоит 71 рубль 10 копеек. Что касается обмена доллара, в Якутске по обеим позициям лидирует банк АТБ. Покупает за 64 рубля 55 копеек, продает за 64 рубля 22 копейки. В выгодном обмене евро лидирует все тот же банк АТБ. Покупает европейскую валюту за 70 рублей 44 копейки, а продает за 71,14. Россия найдет другие пути для реализации проекта газопровода «Турецкий поток» в случае отсутствия желания Болгарии проводить работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем накануне в Сочи. Российский лидер также отметил готовность сохранить транзит газа через Украину в Европу, однако добавил, что украинская сторона пока предлагает неприемлемые для этого условия. Мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможно, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, удастся как-то позиции согласовать. Первое. Второе. Сербия будет обеспечена газом. В любом случае. По различным другим маршрутам. Самыми высокооплачиваемыми работниками в 2019 году стали специалисты в сфере информационных технологий. Кроме того, отрасль IT стала лидером и по темпам роста зарплат. Более подробная информация у моего коллеги Ивана Лазаренко в рубрике «Новости экономики». Иван, какие еще отрасли вошли в данную категорию? Сергей, да, действительно, работники, работающие в сфере IT-технологий, в среднем по России получают 91 тысячу рублей в месяц, и рост зарплат здесь составил примерно 6,5%. Также высокие темпы роста показывают зарплаты в сфере торговли и финансовом секторе, ну а медленнее всего зарплаты растут в медицинской, фармацевтической и строительной отраслях, а также на химическом производстве. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Суммы компенсационных выплат, которые получат обманутые дольщики, в ряде случаев на 15-25% превысят их первоначальную стоимость по договорам долевого участия. Размер выплаты рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров. Выплату возмещения гражданам будет осуществлять банк-агент Дом.РФ. В продолжении темы банк-агент Дом.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома. Речь идет о проектах 11 застройщиков в 7 регионах. Первым регионом, где начали приниматься заявления, стала Саратовская область. С 9 декабря заявления начнут принимать в Ивановской области, с 10 декабря в Красноярском крае, а с 16 декабря в Якутии, на Орловской, Пензенской и Ленинградской областях. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Строительство моста через реку Лену в Якутии позволит повысить транспортную доступность в регионе с 23 до 83%. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Он также сказал, что строительство моста будет способствовать развитию Нижнего Бестяха как города-спутника Якутска, созданию единой транспортной агломерации на разных берегах Лены. Это даст возможность республике быть транспортным узлом для северо-востока России. По словам Айсена Николаева, основным отличием нового проекта строительства от того, что было предложено раньше, является создание сквозной магистрали. На первом этапе от Мирного до Магадана, на втором этапе уже от Иркутска до Магадана. Федеральный закон, выравнивающий энерготарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, будет действовать в 2020 году. Об этом также заявил глава региона Айсен Николаев. По его словам, в течение следующего года республика должна будет отработать с правительством России механизм долгосрочного возмещения дополнительных расходов по дизельной энергетике. Документ предусматривает сохранение нынешних тарифов, которые 2 года назад были практически в 2 раза снижены для предприятий реального сектора экономики, малого бизнеса и бюджетных учреждений Дальнего Востока.
Геологи «Алроса» выделили 3 перспективных участка на Малобутробинском лицензионном участке, где прогнозируется наличие кустов и отдельных кимберлитовых тел, сопоставимых по своим параметрам с известными кимберлитовыми телами Малобутробинского алмазоносного района. По предварительным расчетам, прогнозные ресурсы алмазов составляют 17 миллионов 900 тысяч карат. Как отметили в компании, выявление новых месторождений алмазов в пределах Нижней Бутробинской площади внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы «Алроса» и в перспективе поддержит финансово-экономическую и социальную обстановку в регионе. «Газпромнефть» приступила к активному освоению нефтяной оторочки Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Якутии. Промышленный приток первой добывающей скважины превысил 150 тонн нефти в сутки. В настоящий момент действующий фонд составляет 6 скважин. На первом этапе добываемая на месторождении нефть будет использоваться в том числе для отладки технологических процессов на объектах нефтяной и газовой инфраструктуры. После завершения пусконаладочных работ все жидкие углеводороды будут транспортироваться на приемо-сдаточный пункт нефтеперекачивающей станции «Аргул» и далее сдаваться на нефтепровод «Восточная Сибирь. Тихий океан». В Якутии в 2020 году введут мониторинг хода северного завоза через информационную систему. Об этом сообщил глава регионального Кабмина Владимир Солодов. Он отметил, что данная система позволит видеть в абсолютном значении вес грузов и ход их доставки. Мониторинг даст возможность своевременно корректировать и учитывать решения тарифного характера. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей Нуа. Свежая и актуальная информация из мира экономики обязательно будет в следующем выпуске. Иван, спасибо. А мы продолжаем выпуск. Продолжается расследование уголовного дела по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Следователи приступили к повторному осмотру места происшествия, в ходе которого будут изъяты предметы газового оборудования и иные объекты, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Одновременно следователями-криминалистами, входящими в следственную группу, назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. Допрошено более 25 потерпевших и свидетелей из числа жильцов пострадавшего дома, лечащих врачей пострадавших, сотрудников газовой службы. Предварительная причина чрезвычайного происшествия – взрыв бытового газа. В Ленском районе оперативники раскрыли кражу банковской карты и денег с нее. Полицейские выявили факт кражи банковской карты с последующим снятием с нее денег. Важно, что при этом сам потерпевший узнал, что его обокрали только от сотрудников полиции. Подробностей у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, кто же обокрал пенсионера? Здравствуй, Сергей. Да, подозреваемым оказался 25-летний, ранее неоднократно судимый безработный мужчина. Он приехал в Ленск на заработки и познакомился с 63-летним пенсионером. Он разрешил ему некоторое время пожить у него, и через какое-то время мужчина узнал, что пенсионер является инвалидом, который получает пенсию. И когда он дал ему карту, чтобы он сходил в магазин, он ушел и больше не возвращался. Он пользовался этой картой как своей. За это время он успел снять квартиру и потратил в общей сложности около 18 тысяч рублей. Его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии осудили 3 жителей Кабайского района. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Пьяные мужчины в сентябре 2017 года, увидев на одной из центральных улиц села Кабай остановившийся автомобиль, потребовали выйти из салона находившихся в нем людей, которые возвращались с охоты. При этом стали выражать им свои претензии. В это время потерпевший, желая помочь своим товарищам и погасить разгорающийся конфликт, вышел из машины и 3 раза выстрелил из ружья в воздух. Подсудимые набросились на него и избили. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие виновность всех 3 подсудимых в совершенном преступлении. По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Кабайского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Приехавшего в командировку мужчину ограбили в Якутске. 40-летний пострадавший сообщил о краже имущества из квартиры. Мужчина приехал в командировку в Якутск из Екатеринбурга и арендовал квартиру. У подъезда своего дома он познакомился с мужчиной, который сказал, что якобы забыл ключи, и впустил его в подъезд. Затем, разговорившись, потерпевший пригласил в гости нового знакомого. После совместного застолья подозреваемый, воспользовавшись тем, что хозяин был пьян, похитил ноутбук, шуруповерт, сотовый телефон, куртку, документы с банковскими карточками и сбежал. Полицейские по горячим следам установили местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 47-летний уроженец Верхоянского района. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты похищенный сотовый телефон, куртка и документы. Как рассказал сам задержанный, ноутбук и шуруповерт он успел продать другу, чтобы расплатиться с долгами. В его отношении возбудили уголовное дело. Житель Якутии решил заработать на биржевом рынке и лишился около 2,5 миллионов рублей. 54-летний нерингринец обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников. Он рассказал, что ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей брокерской компании и предложила торговать на бирже, покупать и продавать нефть, золото и так далее. Женщина уверяла, что вложенные деньги возвратятся обратно с прибылью и предложила вложить 500 тысяч рублей, на что мужчина согласился. Звонившая сообщила, что необходимо скачать на компьютер приложение AnyDesk, после чего попросила предоставить доступ к компьютеру для настройки брокерского счета. Далее на протяжении месяца женщина руководила его сделками, предлагая вкладывать большие суммы, чтобы якобы повысить уровень доходности брокерского счета. Спустя некоторое время злоумышленница сообщила, что сделки прошли успешно, и деньги она положила в банковскую ячейку, но для их вывода на карту необходимо оплатить 13% банковской комиссии за перевод, что составило 485 тысяч рублей. Мужчина перевел и эту сумму. При следующем разговоре потерпевшему сообщили, что ему необходимо оплатить еще 315 тысяч в качестве уплаты налога за вывод денег с ячейки банка. Только тогда мужчина понял, что общается с аферистами. В результате нерингринец лишился денег, которые взял в кредит. Польская полиция задержала 2 тягача, которые везли на ремонт старые советские танки Т-72 из частной коллекции. Машины оказались длиннее, шире и тяжелее, чем позволяли сопроводительные документы. Владельцы танков оштрафованы на 12,5 тысяч евро. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Ваши танки слишком большие и тяжелые для наших дорог. В среду польская полиция остановила неподалеку от города Петрków-Трибунальский в центре страны 2 тягача, перевозивших советские боевые машины Т-72. По словам инспекторов, у шоферов не оказалось соответствующих разрешений. Kierowcy okazali się ze zwoleniami. Водители показали документы, но наши коллеги их забраковали. Когда они встали на весы, оказалось, что данные разрешения не подходят, поскольку в обоих случаях вес груза превышал 60 тонн. Один тягач весил 73,5 тонны, другой – 61. Кроме того, как заявили инспекторы, в длину и ширину танки также превышали допустимые габаритные размеры. Все это является нарушением правил дорожного движения. Владельцы боевых машин, перевозимых для ремонта в город Гливице на юге страны, были оштрафованы на 12,5 тысяч евро. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, а к этому часу у меня все новости. Увидимся с тобой в следующих выпусках. Юра, спасибо за информацию. А мы идем далее. Новые технологии поиска пропавших. Инженеры из Якутии разработали звукосветовые радиомаяки для поиска пропавших людей. С разработчиком встретилась Саргалана Федорова. Она с нами на прямой связи. Саргалана, как работает эта технология? Приветствую, Сергей. Рядом со мной прототип маяка. Он разработан на основании инстинкта самосохранения человека. А вот такие маяки расставляют на условном месте, где ищут потерявшегося. И маяки издают световые и звуковые сигналы в радиусе до 2 километров днем и до 7 километров ночью. К сожалению, в помещении мы не сможем его включить, потому что он издает воющий звук. И этот звук слышит потерявшийся человек и сам выходит на него и читает записки. Нажмите кнопку «СОС», ждите спасателей, вас ищут. И вот все эти маяки объединены в единую радиосеть и работают в автономном режиме, независимо от наличия сотовой связи. И сегодня
Эти прототипы уже помогают спасателям находить людей в самых суровых условиях. Подробнее, как это все работает, нам расскажет автор проекта Николай Находкин. Николай, расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея и как все устроено? Добрый день. Эта идея пришла из практики. Я долгое время работал в службе спасения, и у нас ежегодно сотни людей в лесу пропадает, и постоянная работа по их поискам навела спасателей на мысли о том, чтобы создать какой-то автономный прибор, помочь людям выбраться и спасателям облегчить работу. И вот эта разработка, она хороша тем, что она доступна и простая. А по идее она дает ориентир человеку, который потерялся. Его можно использовать в любой деревне, потому что у нас спасатели находятся в районных центрах, и то не во всех, в городе. И может быть непогода, застрять могут в аэропорту на несколько дней. А каждый час человек там может 4 километра уходить в сторону. И когда через несколько часов, дней пролетит вертолет, эффективность его невысокая. А вот этот маяк может в любом населенном пункте помочь найти людей оперативно. Как только пришел сигнал, что какой-то грибник или ягодник потерялся, можно выехать в этот район и окружить его, вот как волков флажками окружают. Через 3 километра расставить эти маяки, чтобы между ними человек не прошел. И включить. Они будут работать сутками. И у нас еще бывают такие моменты, когда человек заблудился, и много дней ходит в лесу, да, и он может пройти мимо избушек охотников. Полкилометра пройдет, и его не видно. А с такими маяками можно было бы такие места, дать ориентир. А по закону тайги в каждой избушке это спички, продукты. А тем более, когда кнопка нажимается, то работает радиосигнал. А вообще, как можно приобрести, где и кто использует эти маяки? Сейчас как раз акселератор помог от идеи, сейчас на стадии промышленного производства. Потому что идея, чтобы выходила какая-то полезная продукция, там очень много надо и формальностей, и технических нормативов соблюсти, сертификацию пройти. Это требует времени, требует специалистов. Поэтому в России не всегда идеи дорождаются до промышленного освоения. И сейчас мы как раз находимся на стадии, когда эти документации она формируется. И можно будет приобретать и спасать людей. Спасибо. На днях этот проект успешно завершил подготовку в акселерационной программе. Эту программу реализует Фонд развития инноваций. Там стартапы проходят путь от идеи до реального бизнеса и получают все составляющие успеха, опыт, инвестиции, связи. И об этом нам расскажет заместитель директора венчурной компании «Якутия» Вера Птицына. Вера, расскажите, как вы помогаете стартапам? Добрый день. Наш акселератор предоставляет различные виды поддержки для успешного развития проектов. Это экспертная поддержка, то есть они получают консультацию, работают с экспертами, которые являются партнерами фонда. Они имеют большой предпринимательский опыт и, соответственно, делятся этим опытом с командами акселератора и передают какие-то знания, направляют их и так далее. Также команды получают инфраструктурную поддержку. Это круглосуточный доступ к рабочему месту с компьютером, с доступом в интернет и финансовую поддержку, которую команды направляют на развитие проекта. Спасибо. Таким образом, полезные идеи быстро притворяются в жизнь. А Николай планирует расширить производство и выйти на другие регионы. Сергей? Саргалана, спасибо. Я напомню, это была Саргалана Федорова. Она в прямом эфире рассказала о разработке якутских инженеров, а также их поддержке в области стартап.
МИД РФ назвал недружественным и безосновательным шагом высылку из Берлина 2 российских дипломатов и пообещал принять ответные меры. В Германии утверждают, что пошли на такой шаг из-за отсутствия сотрудничества Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Министерство иностранных дел Германии в среду объявило 2 российских дипломатов персонами нон-грата. Они должны покинуть страну в течение 7 дней. Имена высылаемых не названы. По данным немецких властей, это ответ на отсутствие сотрудничества российской стороны в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира в августе этого года. Зелимхан Хангашвили, имевший гражданство Грузии и в 2002 году объявленный в России в розыск за терроризм, был застрелен в Центральном парке Берлина, когда направлялся в мечеть. Преступник приехал на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан полицией. При нем нашли паспорт на имя Вадима Соколова, 1970 года рождения. Однако, по информации ряда изданий, такого документа нет ни в одной базе данных. А это, как считают журналисты, означает, что имя вымышленное, а человек, который получил паспорт, сотрудничает с российскими спецслужбами. Позже СМИ сообщили, что настоящее имя подозреваемого Вадим Николаевич Красиков, 1965 года рождения. Официального подтверждения этой информации нет. Прокуроры, занимающиеся расследованием убийства Хангашвили, полагают, что оно было совершено по заказу российских или чеченских властей. В Кремле эти предположения отвергают. Серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. И, собственно, эта тема, она действительно как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так. Российские власти заявили, что рассматривают решение о высылке дипломатов как недружественный и безосновательный шаг и пообещали принять ответные меры. Как создавать фуагра и не превращать всю жизнь птиц в мучение? Ответ на этот вопрос, похоже, нашли на юго-западе Франции. Подробности в репортаже далее. То, что вы сейчас видите на экране, во все большем количестве стран мира законодательно признается жестоким обращением с животными. Речь о принудительном кормлении гусей и уток. Следовательно, под запрет попадает фуагра – блюдо из аномально жирной печени птиц. Но вскоре, возможно, эта практика уйдет в прошлое. Этот утенок, которого держат на ферме в коммуне Базьяк на юго-западе Франции, тоже однажды пожертвует свою печень богам гастрономии. Но, по крайней мере, всю жизнь он не будет терпеть болезненную процедуру принудительного кормления. Вместо этого ему вскоре после появления на свет вводят небольшую дозу специальных бактерий, после чего его печень со временем станет жирной сама по себе. Я думаю, что за этим методом будущее. Движение защиты прав животных становится все больше и больше. Так что это новое слово в фермерстве, ведь не создается никаких этических проблем. Кто-то скажет, что этот метод, по сути, мало чем отличается от традиционного, ведь птицам все так же извне вводится вещество, которое заставляет их печень расти. Но скептикам возражают ученые, которые разработали эту технологию. По их словам, они позаимствовали идею у самой природы. Когда наступает осень, гусям и уткам нужно мигрировать на расстояние в 1000 километров. И они сами принудительно кормят себя для этого, чтобы запасти как можно больше энергии. За этот процесс отвечает флора в кишечно-желудочном тракте. Мы обнаружили, что все дело в комбинации нескольких бактерий, которые и приводят к естественному росту печени. Именно их мы и вводим птенцам. После этого орган, необходимый для фуагра, достигает нужной жирности сам, и принудительно кормить птиц не нужно. По замыслу создателей, новый метод не только избавит уток и гусей от страданий, но и позволит фермерам снова выйти на рынки, например, Великобритании, Скандинавии, Нью-Йорка и Калифорнии, где обычное фуагра запрещено. Но отличается ли чем-то новый продукт от традиционного, рассказывает шеф-повар ресторана в Тулузе Симон Калье. Сначала мне показалось, что это фуагра не отличается от обычного, но потом я понял, что это совершенно другое. Оно более плотное, обладает красивым цветом. Я стараюсь сохранить его в первозданном виде, потому что у него более тонкий вкус и удивительная текстура.
А еще его проще есть. Иногда, если положить в рот слишком большой кусок обычного фуагра, возникает рвотный рефлекс. Причина в большом количестве жира, но в данном случае такого не наблюдается. В этом году на инновационной ферме было 600 птиц. Но ее владельцы надеются, что в следующем году поголовье получится увеличить в 4, а то и в 6 раз. Единственный очевидный минус фуагра 21 века – это цена. Если обычный продукт стоит от 300 до 400 евро за килограмм, то инновационный – 1000. Жители Вифлеема радуются туристическому буму. Город готовится отпраздновать лучшее Рождество со времен Второй Палестинской интифады. Но свободные номера во многих отелях заканчиваются. Подробности у наших коллег. Город Вифлеем к югу от Иерусалима готовится к своему лучшему Рождеству за 20 лет. За прошлый год одну из главных достопримечательностей Израиля и восточного берега реки Иордан посетили 1,5 миллиона туристов. По словам мэра города Антона Салмана, в этом году их ожидается еще больше. Чтобы справиться с растущим потоком приезжих, полным ходом идет строительство отелей. Почти закончены 5 новых гостиниц, а старые планируют расширяться. Например, отель «Александр» собирается возвести еще один корпус, почти удвоив число номеров с 58 до 110. Бизнес процветает. Мы такого никогда раньше не видели. В этом году отели заполнены почти на 90%. Туристы приезжают со всего мира. Нам открываются новые рынки. Это просто замечательно. Ради туристов и многочисленных паломников городские власти даже решили впервые продлить время работы базилики Рождества Христова. Место, где, как верят христиане всего мира, появился на свет младенец Иисус. Правда, чтобы попасть внутрь, по-прежнему нужно преодолеть узкий и низкий проход. Но чиновники обеспокоены тем, что на число приезжих, от которых в последние годы стал так зависим Вифлеем, может повлиять нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Ожесточенные бои времен Второй Палестинской интифады, длившиеся с 2000 по 2005 годы, практически свели турпоток на нет. Если говорить о таком городе, как Вифлеем, обычно на подобные ближневосточные города сильно влияет то, что происходит вокруг. И мы всегда боимся, что ситуация может ухудшиться, и это навредит городским программам. Молчаливым напоминанием о тех конфликтах служит бетонная стена, возведенная на севере Вифлеема и отделяющая его от Иерусалима. Палестинцы считают ее строительство захватом своей земли. Власти Израиля говорят, что благодаря ей значительно упало число нападений на израильтян. Это были мировые новости. Идем далее. МУП-переработчик, действующий как региональный оператор в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Нерюнгри, уведомил руководителей предприятий всех форм собственности о прекращении срока действия ранее заключенных договоров. На прямой линии с подробностями Сергей Козюра из Нерюнгри. Сергей, тебе слово, ждем от тебя подробностей. Добрый день, Сергей. Мы находимся в офисе МУП-переработчик и готовы узнать подробности про новый договор. Сейчас рядом со мной находится начальник экономического отдела Мельникова Татьяна. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы заключить договор и куда обращаться? Добрый день. Значит, договор у нас заключается в рамках закона 89 об отходах производства. Вся необходимая информация находится на официальном сайте МУП-переработчик, то есть переработчик 07. Для того, чтобы заключить договор, необходимо подать заявку, к заявке приложить паспорта, по образовавшимся отходам, также, то есть учредительные документы, и позвонить можно по телефону 310 90 непосредственно в договорной отдел специалисту, либо и, пожалуйста, прийти в офис МУП-переработчик, расположенный проспект Геологов 49, первый подъезд с обратной стороны. Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, а были ли внесены какие-то новые пункты в договор? Если да, то какие? Существенных изменений в типовом договоре не будет. В данный момент ожидаем установления тарифа от Государственного комитета цен по ценовой политике. Также, значит, необходимо будут поменены условия по ответственности сторон. Более никаких конкретных изменений не будет.
Ну вот на прошедшем совещании, да, с управляющими компаниями и с ТСЖ, то есть было принято решение вам до 10 декабря составить график вывоза мусора на последующий год. Вот по этому вопросу как ведется работа? По данному вопросу, да, действительно, работа проводится. Но пока могу сказать то, что пока что проект работы разрабатывается. Ну и в завершении, сколько на сегодняшний день работает техники, и справляется ли техника с вывозом мусора в Нерюнгри? Значит, на сегодняшний день МУП-переработчик имеет 11 единиц техники. В данный момент работает 6 единиц техники своей. И остальная арендованная техника. Ну, справляется, да? Да. Стараемся справляться. Спасибо большое. Вот такая информация у нас к этому часу. Сергей? Сергей, спасибо. Я напомню, это был Сергей Козюра. Он рассказал о том, как вывести твердые бытовые отходы в городе Нерюнгри. Программа «Дальневосточная ипотека» по 2% для молодых семей начнет работать с середины декабря. Сегодня проект постановления проходит согласование в различных ведомствах, после чего его должны утвердить федеральное правительство. Об этом во время визита в регион дальневосточного полпреда Юрия Трутнева заявил глава Якутии Сэн Николаев. Механизмы выдачи пока не установлены, между тем и некоторые застройщики уже готовы работать с новой программой. К примеру, строительная компания «Прометей» сегодня имеет несколько объектов, которые подходят под эту программу. Дома находятся в комплексе по улице Автодорожной. Сегодня здесь уже заселено 11 многоэтажек. Наш комплекс проектировался и возводился по системе «город в городе», что означает возможность для каждого из наших жителей обеспечивать базовые жизненные потребности, не покидая квартала. Если говорить более точно, то это фактическое наличие 2 детсадов, если готовишься к открытию большой школы и еще одного дополнительного садика. Мы как риэлторы очень ожидаем эту программу, утверждение этой программы 2%. Будет увеличение, конечно же, продаж. Это самое главное для наших молодых семей. Есть возможность приобрести квартиру по более низким ставкам, что для нас большой плюс. Напомним и общие критерии выдачи ипотеки. Так, на льготную ипотеку могут рассчитывать молодые семьи не старше 35 лет включительно. Это либо оба супруга, не обязательно с ребенком, или же один родитель с ребенком до 18 лет. Средства материнского капитала могут использоваться только на погашение ипотеки. В необычном эксперименте «Дом под куполом» согласилась участвовать молодая пара в Якутске. Она будет жить там всю зиму и вести различные наблюдения. Если проект признают успешным, специальные куполы установят не только над домами, но и над другими объектами в столице. Репортаж Ульяны Шагиной. Виталий Литвинов со своей девушкой заехали в дом под куполом только вчера. Они согласились на необычный эксперимент ради интереса. Чувствовать себя соучастником масштабного проекта интригующе и очень волнительно, признается хозяин уникального дома. Согласился по большей части из-за того, что здесь природа хорошая, красивая, горы неподалеку. Есть огромное количество времени и возможностей заниматься собой, как физически, так и духовно. Очень много посвящаю времени спорту, бегаю, кувыркаюсь, различная физическая культура, так скажем. 20-тонный купол построен из прозрачного поликарбоната. Внутри него обычный брусовый дом. В нем 2 комнаты, а также гараж на 2 автомашины. Кстати, наличие автомобиля было одним из обязательных условий экспериментальной программы. По поводу машины, то что даль, это недалекое расстояние. Очень часто езжу во Владивосток, это 3500 километров. И 20 километров от города каждый день ездить, это несложно. Сам Виталий работает в фирме по установке натяжных потолков и к науке не имеет никакого отношения. Тем его вовлечение в проект становится интересней. Он впервые в жизни проводит различные наблюдения холода. Приехал на собеседование, на встречу, последовательно приехал, осмотрел дом. И спустя какое-то время мне позвонили и сказали, что я стал победителем. Купол появился на территории индустриального парка Кангаласы в этом году. Точнее, это первый дом, построенный таким образом вообще в Якутии. Цель научного эксперимента – получение данных о возможности применения купольных конструкций для различных объектов в суровых климатических условиях. Насколько я знаю, я должен жить, выживать и снимать показания с разных датчиков, которые расположены как в доме, так и на улице. Следить за температурой, которая находится под куполом, в доме. И, соответственно, все.
Ежедневно Виталий фиксирует свои наблюдения в специальном дневнике. Параллельно начинает вести блог в интернете. У ученых тоже свои обязанности. Они станут частыми гостями в их семье. Будут мониторить температуру внутри купола, следить за качеством воздуха и оценивать энергоэффективность качества здания, а также почвы и грунтов. Вокруг купола установлены вот такие вот колышки. Это термодатчики, из которых ученые получают различные данные. Дом под куполом – совместный проект ученых Северо-Восточного университета и группы компании «Синет». Если эксперимент пройдет испытание, такие купола натянут и над другими объектами. К примеру, над детским аквапарком. Идея очень даже заманчивая. Ульяна Шагина, Джулустан Иннокентьев, Кангаласы. Идем далее. Мужская сборная России завоевала золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде в эстафете 5 по 50 метров в вольном стиле. Соревнования проходят в шотландском Глазго. Подробности в рубрике «Спорт» расскажет моя коллега Полина Долинская. Полина, кто из пловцов представлял нашу команду? Здравствуй, Сергей. В составе команды выступили Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов. Несмотря на то, что чемпионат Европы завершится только 8 декабря, российская сборная заработала уже в копилку 2 золотые медали, тем самым обеспечив себе выход в финал. Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Российская команда пловцов в составе Владислава Гринева, Михаила Вековищева, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 22 секунды на чемпионате Европы на короткой воде в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, тем самым заработав 1-е место и выход в финал. 2-е место заняла команда Польши, на 3-м сборная Италии. Ранее на дистанции 50 метров брасом золото завоевал Владимир Морозов, благодаря чему сборная России имеет огромное преимущество в текущем турнире. Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря. Норвежец Магнус Карлсон уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в полуфинальном противостоянии по шахматам. Соревнования финала Гранд-тура прошли в Лондоне. Первые 5 партий Карлсон и Вашье-Лаграв завершили в ничью. В 6-й выиграл француз, в 7-й норвежец. А вот в заключительной партии соперники не смогли выявить сильнейшего. В финальном раунде Вашье-Лаграв встретится с шахматистом из Китая Дин Лиженем. Норвежец сыграет за 3-е место с армянином Ливоном Араняном. Решающая встреча и матч за 3-е место пройдут с 6 по 8 декабря. Призовой фонд турнира составляет $350 тысяч. Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась счетом 2-1. В составе победителей шайбы забросили на 19-й минуте Сергей Толчинский и Максим Шалунов на 58-й минуте матча. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 6 декабря в гостях сыграют с Ярославским «Локомотивом». ЦСКА 2 днями позднее на выезде встретятся с минским «Динамо». Тем временем, по результатам регионального чемпионата континентальной хоккейной лиги Восточной конференции лидирующую позицию занимает команда «Ак-Барс», имея в активе 54 очка после 34 игр. За ними следует хоккейный клуб «Авангард», у которых 48 баллов после 36 игр. На последней 12-й строчке располагается хоккейный клуб из Челябинска «Трактор», который после 35 проведенных игр удалось заработать только 26 очков. Что же касается западной конференции, в лидерах петербуржцы хоккейного клуба «СКА», в запасе которых 50 баллов после 36 встреч. С небольшим отставанием в 1 балл идет команда ЦСКА, 49 баллов после 34 игр. На 12-й строчке минская «Динамо», 26 очков после 34 встреч. Футболисты Манчестер Юнайтед обыграли лондонский Тоттенхэм в матче 15-го тура английской премьер-лиги. Результаты встречи 2-1 в пользу английского футбольного клуба. В составе Манчестер Юнайтед дубль оформил Маркус Решфорд на 6-й и 49-й минутах встречи. У Тоттенхэма отличился Деле Али на 39-й минуте. Манчестер Юнайтед поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 21 балл в 15 матчах. Тоттенхэм идет 8-м, имея в активе 20 очков после 15 встреч. В следующем матче Манчестер Юнайтед на выезде сыграет против Манчестер Сити, а Тоттенхэм на домашнем стадионе примет Бернли. Обе встречи пройдут 7 декабря.
Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 80-78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Нижнего Новгорода Даррал Уиллис, на счету которого 12 подборов и набравшего 26 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает 3-е место, одержав 4 победы и потерпев 3 поражения. ВЭФ идет седьмыми, имея 1 победу и 6 поражений. 10 декабря в 8-м туре Нижний Новгород примет испанское Тенерифе. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных новостей. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Ну, я думаю, настало время рассказать о погоде в крупных городах Якутии. В Алдании минус 22 градуса, ветер 5 метров в секунду. В Ленске чуть холоднее, минус 17, ветер 3 метра в секунду. Облачно в Мирном, там минус 21 градус, ветер 1 метр в секунду. В Нерюнгри минус 30, ветер 1 метр в секунду, ясная погода. И в столице Якутии минус 34, облачно, ветер 1 метр в секунду и без осадков. На этом пока все. До встречи в эфире.